Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Мы продолжаем искать и рассказывать вам о ярких событиях столетней истории ТССР. 29 февраля 1940 года родился заслуженный деятель искусства СССР и народный художник республики Виктор Федоров. Он прославился своим монументально-декоративным творчеством. Например, Федоров создал мозаичное панно «Пловцы» на фасаде ДК «Химиков» в Казани и в бассейне «Оргсинтез». Также его авторству принадлежит граффита «Казань, столица Татарстана», который украшает уже много лет стену Казанского железнодорожного вокзала и стал символом нашего города. Вообще, 29 февраля за вековую историю республики на календаре было всего 25 раз, и не так много ярких событий вошли в историю ТССР этой датой. Мы же возвращаемся к сегодняшним событиям, и вот главное. Чтобы обезопасить себя, имущество хватит одного устройства. Надо, обязательно надо. Мне кажется, всем надо делать. Тем более сейчас такие опасные и газ еще, там все может быть. В Татарстане стартовал этап президентской программы по бесплатной установке извещателей. Кому придут пожарные, расскажет Вероника Гайнудинова. Все танцуют, угощается народ. Упакуйте в блин подарок, дева Масленька идет. И радовать всех, смеяться просто. Мне вот сейчас радует. Масленичные блины попробовала Лилия Кашфарова. История национальной кухни и бренды, которые покорили весь Союз. Нам была заявка и просьба привезти торт «Татарстан», привезти птичье молоко и привезти бутылочки с ликером. Каким был общепит во времена СССР и кто сделал татарскую кухню высокой, знает Сергей Хайдаров. Парят в воздухе и гоняют по снегу. Как прошел кросс на снегоходах в Альметьевске, Филюза Хамидуллина. Неприметные, но жизненно важные. Пожарные извещатели в Татарстане уже спасли от гибели 80 татарстанцев. А могли бы еще больше, если бы некоторые не пренебрегали их установкой. Об этом твердят и спасатели, об этом говорил и Рустам Минниханов. Их можно купить за 300 рублей, а вот одиноким пенсионерам, многодетным и семьям с инвалидами извещатели устанавливают бесплатно. Как в Татарстане реализуют программу, расскажет Вероника Гайнудинова. Покинуть помещение и вызвать пожарную службу. Сегодня они пришли сами. Спасатели в квартире многодетной семьи Гамильяновых установили пожарные извещатели. И накладно бы было самим ставить. Но это надо, обязательно надо. Мне кажется, всем надо делать. Тем более сейчас такие опасные и газ еще, там все может быть. Такие сигналы спасения в Татарстане ставят бесплатно по президентской программе. В прошлом году ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным с 5 детьми. В этом с 3 и детьми-инвалидами. 85 тысяч извещателей появятся в домах татарстанцев. МЧС предупреждает и о мошенниках. Приборы устанавливает только пожарная охрана. Сотрудники МЧС России при проведении любых профилактических мероприятий, в том числе и при установке автономных пожарных извещателей, находятся в форменной одежде, имеют при себе служебное удостоверение и представляются как положено. Установка таких извещателей действительно эффективна. О чем говорит статистика МЧС. Так, за 3 года они сработали на пожарах более 30 раз. Благодаря этому сохранить себе жизнь смогли 80 человек. Половина из них – дети. А вот печальный случай – это Дрожжановский район. Неделю назад мужчина-инвалид погиб на пожаре. Как отметили спасатели, в декабре владелец дома отказался от бесплатной установки. Ставить извещатели бесплатно малозащищенным гражданам распорядился Рустам Минниханов и отметил, они доступны любому. Это не такие большие деньги. Каждый обязан иметь такое устройство у себя. Устройство работает от батарейки, реагирует на дым и начинает громко сигналить. Прикрепить его можно самостоятельно, а купить в строительных гипермаркетах и магазинах электро- или хозтоваров. Вероника Гайнудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Нужно предусмотреть строительство школ, детсадов, поликлиник и создавать рабочие места при комплексной застройке в пригородах Казани. Об этом сегодня говорил Рустам Минниханов на субботнем совещании с правительством. Сейчас строители республики каждую неделю вводят 166 тысяч квадратных метров жилья. Годовой план по строительству выполнен на 19%. Напомним, в 2020-м в республике планируется ввести почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Если мы будем комплексные застройки вести чисто как жилые комплексы, если в этих районах у нас на въезде, на выезде не будет инфраструктуры социальной, там,
вот как опыт Белгорода, но нужны рабочие места, чтобы люди не ездили каждый день там на работу, чтобы садик, школа. И сегодня же на совещании стало известно, 3 города республики выиграли конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды. На парке Победы и Трудовой Славы в Бавлах, Центральную площадь в Заинске и Экстрим-парк в Лаишево будут выделены 185 миллионов рублей из федерального бюджета. Почему лучше регулируемое горение мусора? Читайте в интервью министра экологии Александра Шадрикова в интернет-газете «Реальное время». Бесценные кадры и знаток истории Татарстана. Самому известному музейщику Стелле Писаревой 95. Живая легенда хранителей древности признается, долгожителей в роду не было, а она просто всю жизнь занимается любимым делом. Десятки букетов, слова восхищения и ее любимая музыка. Все сегодня в ее честь. Великолепной Стелле Писаревой 95. Свой юбилей самый известный музейщик республики встречает в кругу друзей и коллег в родном музее Горького, куда пришла работать еще девчонкой 74 года назад. Этот музей мне очень дорог. Этот дом Алексея Максимовича Горького, где прошла моя молодость и где прошло детство моего любимого сына, который, к сожалению, ушел из жизни. Стеллу Владимировну называют музой музея. Она организовала десятки выставок и масштабных экспозиций в музеях Бугульмы, Челнов, Арска, Чебоксар, Москвы. С нуля создала музей истории Казанского университета, которому посвятила 40 лет своей жизни. Стелла Владимировна, она профессионал, конечно. Она пришла и создала такой музей, что когда приехал ректор из МГУ, Садович Виктор Антонович, он сказал, что такого музея он никогда не видел вузовского. Для меня она лично – это пример женщины, это выдающаяся женщина. Посмотрите на ее осанку, на ее манеру говорить. Это действительно около нее как-то мы все собираемся. Поет и станцует Стелла Писарева и сегодня в строю. В свои 95 она каждый день на работе, признается, музей ее жизни. Музей – это прежде всего люди, которым посвящена экспозиция. Это люди, которых я люблю, изучаю их жизнь, их творчество и очень дорожу этим своей работой. В планах у Стеллы Владимировны написать книгу-автобиографию о своей работе и поворотах судьбы. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Эстафета флага столетия ТССР сегодня добралась до Краснодарского края. Знамя встречали праздничным концертом, затем к нему свои знаки закрепили соотечественники из республик Адыгеи, Крыма, Дагестана, Кабардино-Балкарии и других. Напомним, флаг столетия ТССР пройдет по всем федеральным округам. Воспитывал профессионалов, создавал новые уникальные рецепты и возвел татарскую кухню в ранг искусства. На этой неделе легендарному татарскому кулинару и автору многочисленных книг Юнусу Ахмедзянову могло бы исполниться 93. Он всю жизнь продвигал национальную кухню и даже открыл свой дом татарской кулинарии. Национальная кухня стала брендом ТССР, о которой говорил весь Союз. Рубрика «100 лет в деталях» сегодня о том, что ели, где и как. Советский общепит. Сколько вкусного и ностальгического есть в этом слове. Это несмотря на то, что в те времена такого разнообразия продуктов, как сейчас, просто не было. Но ведь советскому гражданину для счастья многого было не нужно. Его любимый обед – это щи, пюре с котлетой и компот. За все это он отдавал в среднем 50-70 копеек. Как в советское время во всех столовых берешь поднос, и начинается линия раздачи. Назира Ашимова – одна из тех, кто делал советских людей сытыми. Еще в 1981 году она попала в легендарный ресторан «Казан-Утларе». Продукты там были всегда свежайшие. На первом этаже под ним работал магазин «Дары природы». Все, чем богаты поля и леса республики, представлено в залах торгового комплекса. И лосятина, и кабанятина, и вот такие дичь какая-то была. Вот такие тоже у нас присутствовали в меню. Я помню, вот отбивной, по-таджикски мы его назвали, там мясо лося мариновалось очень, и вот мы его в кляре обжаривали, и было тоже очень вкусно. А
Одним из культовых ресторанов времен ТССР, конечно, был Дом татарской кулинарии. Это первое место, куда стремились гости Казани, иностранные туристы и даже первые лица республики и страны. Творил в нем легендарный Юнус Ахмедзянов. Да так, что о татарских треугольниках и балеше узнал весь Союз, и татарская кухня стала высокой. И по сей день мы дорожим своей национальной кухней, ее очень любим. И благодарны Юнусу Ахмедзянову, который поднял эту кухню в ранг искусства. Мы находимся в святая святых Дома татарской кулинарии. Именно в этом цеху и готовятся легендарные эшпышмаки, элеши, в общем, все национальные татарские блюда, которые мы так сильно любим. И сегодня заготовку отвечает Гульсина Апа. Вы только посмотрите, какие треугольники ровно у нее получаются. Говорят, что с советских времен рецептура практически не поменялась. Юнус Ахмедзянов лично ездил по татарским деревням, собирал рецепты и придумывал совершенно новые блюда, которые мы сейчас так любим. Я называла каймак перемеши. Сметанник. Ага, это сметанник. Возвышать татарскую кухню Юнусу Ахмедзянову помогала Фатыма Мазитова. Она готовила в ДТК с самого дня открытия. Это она придумала сметанник и элеш. У нас в один год очень много было уток привозили. Плюс, почему придумала, во-первых, мы открыли дом чая, поэтому нам надо было какие-то вот блюда новые. Ресторан советских времен – это место встречи и шумных гуляний. Здесь играли живые оркестры, в зале не протолкнуться, а цены были доступны практически каждому. Водочки? 4 пол-литровочки. Пиво? Да, 9 бутылочек. И сырку, конечно, к нему. Со слезой. В рестораны в выходные дни народу было трудно попасть, но в будние дни всегда у нас и Кашип Батуш, наш министр, говорил о том, что днем ресторан должен быть как кафе, как столовая. Люди должны приходить, доступно есть и по доступной цене и качественный вкус. Благодаря этому заведению, которое находится за моей спиной, для многих советских граждан поход в пельменную стал настоящей доброй традицией. Кто бы мог подумать. Эта пельменная открылась еще при Сталине, она работает вот уже 68 лет и на пенсию уходить точно не собирается. Здесь по-прежнему делают пельмени по рецептуре родом из Советского Союза. Работаем вообще-то, сборник это по рецептуре Ахмедзяновой. Мы заглянули на кухню и увидели весь процесс. Все готовится строго по рецепту Ахмедзяновой. И так уже с 83-го года. В этом и секрет этих пельменей. Пельмени делаются именно как при Советском Союзе. И даже люди заходят и говорят: ой, мы пришли в прошлое, мы пришли в Совдеп. А еще знаменитые сардельки Дуслек, отныне не работающего Казанского мясокомбината. И молочка от до сих пор действующего Зеленодольского завода. Зеленодольский – это внедрение самых современных технологий в отрасль молочного производства. А вот сладкая жизнь в Татарстане началась еще 80 лет назад. Тогда в Казани открылась знаменитая кондитерская фабрика «Заря». Торт Татарстана и конфеты «Птичье молоко» разлетались по всему Союзу. Батончики, ириски, конфеты в шоколадной глазури, вафли, зефир. Одним словом, волшебная страна карамели. Если мы собирались куда-то в командировку в Москву или в другие регионы, нам была заявка и просьба привезти торт «Татарстан», привезти птичье молоко и привезти бутылочки с ликером. Какой еще на вкус ТССР? Наверное, это мороженое от фабрики «Холод», чак-чак от казанских хлебзаводов и, безусловно, газировка из автомата. Они стояли на каждом углу и стали своеобразным символом эпохи. Не стесняйся, я угощаю. Да слипнется же все. Что слипнется? Ну ладно. Советские люди могли делать газировку и прямо у себя дома. Для этого они покупали вот такие вот сифоны, которые были безумно популярны в 70-е годы. Один такой аппарат стоил 9 рублей 50 копеек. И были эти аппараты очень просты в использовании. К нему присоединялся газовый баллончик с углекислым газом. Внутрь заливалась вода, которая, как по волшебству, превращалась в газировку. Вспомнить есть что, говорят труженики общепита времен ТССР. Они ностальгируют, но двигаются дальше, чтобы сделать высокую татарскую кухню интернациональной. Сергей Хайдаров, Алмаз Зиединов, Ринат Сафин и Игорь Романов. ТНВ Татарстан.
Перебуха, объедуха, разгуляй, и все это масленица. Шестой день пестрой недели завершился сытным праздником в Казани. Ценители блинов отведали угощений по старинным рецептам, проводили хороводы, подожгли чучело и позабавились на славу. Как столица встречает весну, узнаем у Лилии Кашфаровой. Она Марина, он Сергей. Она химик, он администратор. Они пара и они танцуют. Сегодня можно. В масленичную неделю принято гулять и объедаться, веселиться, целоваться. Но не все коту масленица, будет и Великий пост. До него 2 дня и народные забавы в разгаре. Это радость и веселье. Просто одеваться и радовать всех, смеяться просто. Мне вот сейчас радуюсь. Радуется целая площадь. Справа разложилась ярмарка. Яблоки в карамели, свистки, игрушки, масленки, плетенки, безделушки. Слева тянется блинный шлейф, а под ним и очередь. Известная поговорка «первый блин комом» изначально звучала как «первый блин комам». Так называли медведи. В это время они еще находятся в спячке, и чтобы голодные звери не спускались по селениям, им в берлогу относили блины. Правда это или нет, и кому отдавать блины, решать вам. Но со своим я правлюсь сама. Бабушкины платки повязаны, зазывалки весны рассказаны, пора и хоровод водить. Старая традиция, старые забавы. Валенки подбросить, ложки, ведра побросать, на ходулях походить. Сделал дело, гуляй смело. Самое яркое – это блины с вареньем, с медом. Масленица – это радость, это веселье, это улыбки на лицах людей. Веселье, музыка, всякие забавы народные. Ну и красивые, традиции старые. По старой традиции сжигание чучела, соломенная баба – символ зимних трудностей древних славян. Но трудности позади. Завтра весна. Лилия Кашфарова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Добрых дел за неделю стало в разы больше. Жители республики все чаще выкладывают в соцсети свои инициативы с хэштегом «Сможем вместе». Кто присоединился к проекту «100 добрых дел», готова рассказать Юлия Муратова. Есть у нас Коран. Но это, как вам сказать, это... как молитва татарская. И молитвой, и силами неравнодушных Эльдар Сабитов обрел пусть пока временное, но надежное пристанище. Уже 1,5 месяца мужчина живет в приюте для нуждающихся. Никогда не думал, что останется один, без семьи и жилья. Обязательно хочу работать, работу ищу. У нас кормят здесь, питание, все есть. Супы, каши, плов, сладости. Здесь накормят всех голодных. Так ежедневно сюда пообедать приходят до 100 человек с семьями и детьми. Днем одни жильцы приюта подрабатывают, другие остаются по хозяйству. Дров нарубить и баню истопить. Нам приносят одежду, которую вот здесь вот мы сортируем, развешиваем на плечики. За 2 года, что работает приют, летний и зимний комплект одежды получили 50 тысяч человек, а 6 тысяч нуждающихся смогли пережить здесь самое тяжелое время в своей жизни. Здесь действует 3 так называемых вагончика, где на постоянной основе проживает 14 человек. Мы пристраиваем их, общаемся с родственниками, выходим с родственниками на связь. Эта благотворительная организация уже стала участником республиканской эстафеты «100 добрых дел». Все, что для этого нужно, поделиться своей историей в соцсетях с хэштегом «Сможем вместе». Добрые поступки найдутся в копилке каждого. Младшего братика спас. Я в парке Урицкого езжу по озеру. Ну, туда за звездочкой какой-то полез. И в итоге упал туда. Голубей кормлю. В парк ходит сейчас, наверное, да? Там у нас есть специальное место около дома. Собачку на улице покормила. Проект собрал уже более 1000 публикаций. Лучшие будут размещены в специальной книге. Возможно, в ней будет рассказана и ваша история. Юлия Муратова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Победить, не сделав ни одного удара. Сегодня в Казани прошел всероссийский чемпионат по джиу-джитсу имени Шагабуддина Марджани. Участников мотивировали путевкой в хадж. На татами вышли более 100 спортсменов. Рамиль Галиуллин о философии самого мягкого боя. Во многих видах борьбы все заканчивается броском, но в джиу-джитсу с него все только начинается. Здесь самая главная часть боя проходит в партере. Кисть делай, кисть. Один захват за другим. На Казанской арене весь свет российских борцов по джиу-джитсу. Среди них и девушки. В жизни Карины Гайсиной это первое большое состязание. Подруга мне предложила, говорит: Карин, давай чем-нибудь займемся. Я просто пришла так ради интереса джиу-джитсу. Понравилось. И я поняла, что это для девочек, так как это как
мягкое искусство. Сегодня на татами больше 100 спортсменов из Москвы, Татарстана, Дагестана, Свердловской области и других регионов страны. В копилке Романа Бруни множество наград. За очередной приехал на чемпионат. Уже получил пурпурный пояс. Это такая градация в пояса у нас есть. Это уже такая вторая ступень уверенная. Впереди остался коричневый, черный. И дай бог, там черных тоже несколько ступеней. Джиу-джитсу с японского мягкая борьба. Соревнования поддержало мусульманское духовенство республики. Верующий человек не может заниматься всем подряд. Например, есть некоторые ограничения, например, удары в лицо, например, открытие постыдных мест и так далее. Учитывая эти ограничения, например, такие виды спорта, как борьба, полностью соответствуют нашей религии. Хотелось бы тоже опыт перенять, чтобы и в Башкортостане у нас тоже такие соревнования состоялись. Этот вид спорта вообще он набирает популярность и ото дня в день. Даже есть предположение, то, что его могут внести как олимпийский вид спорта. Соревнования имени Марджани проводятся в 4-й раз. Лучшим кубки и медали. Победителю путевка в хадж. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Мощь моторов и профессионализм спортсменов – зрелище, которое по-настоящему захватывает дух. Сегодня в Альметьевске разыграли Кубок России по сноукроссу на снегоходах. Приехали спортсмены со всей России. Как это, когда на улице плюс, а на трассе снежная буря? Филюза Хамидуллина. 4000 километров. Дмитрий Сорокопут приехал из Нового Уренгоя. Все ради экстрима и адреналина. Говорит, большую роль играет не только опыт спортсмена, но и техническая оснащенность. Снегоход не должен подвергаться тюнингу и доработке. Есть определенный тюнинг-пакет, который нам нельзя ставить в рамках участия чемпионата России, Кубка России. Если выступать где-то за рубежом, то тогда можно устанавливать этот тюнинг-пакет. На трассе сегодня и юные спортсмены. Арман и Марк Залаловы, близнецы, за рулем снегохода всего 3 года, но уже победители. Ну, я ехал последним и приехал первым. Из-за кочки подпрыгнул резкой и вылетел. Длина трассы для снегоходов 600 метров. Крутые повороты и высокие трамплины – это обязательное условие для проведения такого рода соревнований. Стоит отметить, профессионалы проходят ее всего лишь за 1 минуту. При этом средняя скорость не должна превышать 60 км в час. Из-за аномальной зимы в этом году были сложности с трассой. Снег свозили со всего района. Плюсовая температура свое дело сделала. Нам пришлось возить снег на трассу. Очень много снега. И мы вот буквально еще вчера продолжали его завозить со всей округи, со всех площадок, где еще какой-то снег оставался. Во многом из-за погоды по всей России отменились гонки. Но благодаря нашим стараниям наших организаторов гонка удалась, но это огромный плюс. Картман Яков, победитель соревнований прошлого года, уверен, без тщательной подготовки сноукросс может быть и опасным. Есть различные трассы, различный даже снег, сухой, мокрый. Это все очень сильно играет роль, и спортсмен должен уметь подстраиваться под любой тип трассы. Кубок России по сноукроссу в экстрим-парке разыгрывают уже 15 лет. Экстремальные гонки привлекают сотни зрителей со всего Юго-Востока республики. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А сейчас все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Всем привет! Вот и подходит к концу самая вкусная неделя. В прямом смысле этого слова, потому что всю эту неделю идет Масленица. А уже на следующей неделе будет Международный женский день. Так что надо уже думать, что будем дарить нашим дамам. Но об этом лучше в понедельник, да? Пока в голове у нас только блины. Мама 3 детей из Казани стала героиней интернета. Девушка... Увидев провалившуюся под лед собаку, не раздумывая, сразу же прыгнула в воду и спасла ее. Пользователи в комментариях не перестают восхищаться ею. Дмитрий Тарасов, известный футболист и бывший муж Ольги Бузовой, перешел в Рубин. Это, конечно, такое решение, которое уже все пользователи раскритиковали, но дальше интереснее. Через 3 дня после перехода Тарасов получил травму и не сможет сыграть уже в этом сезоне. Вот тебе и на! Это первый случай, когда татар так жестко обманули. Помните эту песню? Татарстан.
Супергуд, Ниш, Алте, ЖД, Сигет, Минтимер, Шаймиев, Рудольф, Нуриев, Байдулина, Софья, Ренат, Ибрагим. Сейчас она набирает популярность в ТикТок, и многие снимают с ней различные видеоролики. Получается, кстати, очень даже забавно. Шаймиев, Рудольф, Нуриев, Губайдулина, Софья, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сафин, Лар, Дасаев, Ренат, Хаматович, Чулпан, Минтимер, Шаймиев, Рудольф, Нуриев. Молодцы! Как говорится, Татарстан супергуд. Коронавирус, все только о нем и говорят. А вот в Казани возле инфекционной больницы, где на карантине находится 8 человек, поддержали ребят праздничным салютом. На этой неделе очень обсуждаемым стало интервью с Владимиром Путиным, где президента спросили о двойниках. Вы настоящий? Да. А двойники есть? Нет. И не было? Нет. А тема возникала вообще когда-нибудь такая? Возникало. И? Ну, и отказаться от таких двойников. Кстати, прикольно было бы, да, иметь двойника. Если гулять, ты идешь. На работу – двойник. 23 февраля – ты. 8 марта – двойник. А сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Рустам Минниханов поздравил всех с началом Масленицы. Вкусная неделя, пишут пользователи в комментариях. Затем тут у нас, как подписал сам президент, легенда Рубина. Нет, не Тарасов, а Гёк-Денис. Затем показал новый пассажирский вертолет Ми-38, собранный на КВЗ. Далее идет волна с Акбарсом. Автографы будущих чемпионов КХЛ. Именно так подписал это фото президент. И затем выложил ролик под названием «Капитан Татарстана». Добро пожаловать на YouTube! Ой, Господи, помилуй. Простите, Христа ради. Мы вас очень любим. Мы ведь ходим на вашей мачте. Будьте добры. До свидания. Лови свертухи! А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте 20 февраля, День алкоголика. Я, если честно, тоже очень удивлен, что есть такой праздник. Причем непонятно, что должны делать в этот день и кто конкретно. Вторую строчку по-прежнему уверенно занимает коронавирус. Но вроде как все хорошо уже, пишут в комментариях. И замыкает тройку День Советской Армии и Военно-Морского Флота. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои фото, видео, различные новости и забавные видеоролики. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Поговорим о погоде в ближайшие несколько минут. В студии София Егорова. Здравствуйте. В начале выпуска полезная информация. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2-167-166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево небо по-прежнему будет затянуто облаками. Осадки маловероятны – 0-1. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге осадки не ожидаются. Днем 0 градусов. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше малооблачно без осадков. В Арске, Кукмаре и Балтаси также малооблачно и без осадков. Столбики термометров не опустятся ниже отметки -1 градуса. В Болгаре, Дрожжином, Буинске вероятность осадков будет небольшой – 0+1. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше тепло и без осадков – 0 градусов. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Артрит, артроз, остеохондроз, боль в спине и суставах может надолго выбить из колеи. Выход есть. Доктор Ост самые грозные заболевания позвоночника и суставов лечит по передовым технологиям, без операции и без протезов. Поспешите в Доктор Ост. В столице республики ожидается малооблачная погода без осадков. Днем +2. К вечеру слегка подморозит, возможен гололед. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 82%. В магнитном поле Земли спокойно.
На этом наш выпуск завершен. До свидания.